Ты веришь в возможность нападения Путина на страны Балтии или на Польшу в ближайшие месяцы? Давай просто сделаю сравнение из личного опыта. Я даже не буду сейчас какой-то там каким-то данным апеллировать и так далее, анализу, статистики. Из моего личного опыта, перед тем, как Путин хотел напасть на Украину, я находился в Киеве, просто видел, как все это происходит на глазах. Самое главное, после того, как американская разведка обнародовала готовящееся нападение Путина, это то, что начала шевелиться коррумпированная украинская власть. В частности, был создан такой, ну, не орган, комитеты территориальной обороны. То есть во всех городах Украины начали набирать людей в территориальную оборону, и в городах, вот в Киеве, в частности, на билбордах висела реклама о том, что записывайтесь, приходите на всякий случай. Ну, как бы уже, в общем-то, была какая-то подготовка, какая-никакая. То есть это первый маркер, то, что если руководство всерьез воспринимает угрозу, всерьез не нарративно, а на самом деле уже боится, то есть уже вот все, да, все данные есть, что будет нападение, начинается серьезная подготовка. Это благоустройство там границ и так далее, и территориальной обороны. Поскольку границами занимался, я так понимаю, центр какой-то Минобороны в Украине, там очень много было коррупции, и в частности Херсон там без боя сдали, то есть много вопросов. А территориальная оборона, она была более децентрализована, то есть она более проходила по инициативе местных сил, поэтому она была довольно эффективна. То есть много людей записалось в территориальную оборону, у меня знакомые есть, которые там были, и она на первых порах войны, ну, проявляла себя, то есть эффективность была, в частности, в Сумах, в Чернигове и так далее. Из-за территориальной обороны российские войска не заходили в город, потому что боялись повторения всяких там Грозных и так далее. Мясорубки, в общем-то, боялись. И это как бы работало. Я считаю, что если в странах Балтии действительно будет команда сверху, а именно от всяких разведок, что готовится нападение, они будут уже принимать более серьезные меры, чем то, что сейчас происходит. Сейчас они как будто бы особо не готовятся к этому, не готовят ополчение и так далее, нету какого-то там желания. Я не связываю это с тем, что они там куплены Москвой и так далее. Ну, вряд ли такое. У них просто должны быть основания. Вот представь, Дима, у них есть закрытое заседание, на котором руководство спрашивает у разведки, например, нам нужны серьезные основания для того, чтобы начать развертывание каких-то оборон территориальных ополчений. А они говорят, ну, у нас таких оснований пока нет. О чем тогда может быть и речь? Только о разговорах. Это первый аргумент. На самом деле у меня их много, но я А вот какие просто тебе... остальные тогда еще? Второй, при крупной военной операции будет утечка информации, потому что российская армия насквозь коррумпирована, оттуда постоянно происходит утечка информации, и даже ФСБ. Это не значит, что их кто-то покупает, просто там есть люди, которые не считают то, что происходит, так и должно происходить. В верхушке в том числе, и это явление довольно давнее. Кто читал книгу Браудера «Красный циркуляр», это про Магнитского, еще с тех пор путинский ФСБ сливал информацию на Запад именно вот Ну таких вот... и в Советском Союзе в разведках тоже там были такие люди, которые сотрудничали с западными разведками. Как и на Это не Западе то, что... были Это не коммунисты, то, которые что сотрудничество. симпатизировали идеям коммунистическим и бесплатно в том числе помогали советской разведке. А в Советском Союзе были люди, которые помогали западным разведкам. Да, но в Советском Союзе как будто бы там действительно вопрос был денег. Очень мало было людей, которые из идейных соображений, там их все-таки чистили в этих внутренних органах. Некоторые просто сбежать хотели, но именно вот в путинской России это происходит, как ни странно, в том числе из-за патриотизма. То есть многие силовики недовольны действием Путина, что он ослабляет Россию. Они заинтересованы в том, чтобы он скорее покинул трон, то есть какое-то политическое поражение ему сделать, а для этого нужны какие-то такие вещи и так далее, и так далее. То есть тут много причин может быть. Я к тому, что вряд ли особо материальные причины здесь имеют место, потому что сейчас не холодная война, и сейчас ЦРУ и Запад в целом не выделяет таких больших бюджетов для каких-то, для скупок агентуры в России и так далее. То есть сейчас совсем другие расходы. Сейчас на это расходов идет очень мало. И вот в частности в книге Браудера как раз пишется, что человек бескорыстно помогал, он просто хотел таким образом, ну, вел двойную игру, да, хотел ослабить там путинский режим и так далее. А опять же, да зачем далеко ходить? Зачем нам какие-то агенты ФСБ? Есть так называемая российская оппозиция. Многие из них заинтересованы в том, чтобы Путин проиграл и так далее. Хотя, казалось бы, они что, против России, что ли? Ну, оказывается, что интересы России, интересы Путина — это в данном случае диаметрально противоположные Да, я об интересы. этом тоже говорил, когда про Лукашенко, что они любят эти вот диктаторские пропагандисты выдавать желаемое за действительное, они представляют свои клановые и личные интересы в качестве интересов государства. Лукашенко берет свои интересы, да, то, что ему надо у власти удержаться, то, что там какой-то закон провести и прочее что-то, это представляют как государственные интересы. Хотя государству Республика
Беларуси эти интересы как раз противоречат. Они вызывают репутационный ущерб, финансовый ущерб, там, политический ущерб и так далее. Огромные расходы и все остальное. Например, зачем было сажать столько людей? Какая выгода государству Республика Беларусь, например, от наличия политзаключенных? Они получают санкции, они получают ограничения, там калий не возят, акции наши на биржах европейских не продаются, из всех комитетов нас там почти поисключали и, короче, маргинализировали и все. Но это выгодно гражданину Лукашенко, потому что он так удерживается у власти. А государству Республика Беларусь это не выгодно. Что ты думаешь об этом? Ну, на самом деле, эта проблема более широкая, чем она кажется на первый взгляд. Кажется, как будто вот проблема только в политических заключенных. На самом деле это касается экономики в целом. Ну, я просто как один пример привел. На самом Да, деле, я да. просто зрителям я говорю о том, что это системная проблема, условное существование абсолютно убыточных и бессмысленных заводов десятилетиями, оно обусловлено только тем, что царю хочется, чтобы они у него были. То есть они уже должны давно быть закрыты. Социальный Там нужно... контроль. Люди сидят на крючке, получают минимальную зарплату, они зависят от государства, когда там выборы какие-то, к ним приходят и говорят, вот, паспорта завтра приносим, переписываем там за такого-то кандидата, используют. В профсоюзах вы состоите, там в БРСМе, там, не знаю, на каналы всякие подписываетесь, там пол первого, там всякая подобная шляпа. То есть, ну, такой административный ресурс. Мясо Теоретически, административного да. ресурса. Теоретически, да. То есть вот завод это... Потому что если бы эти люди пошли в частный бизнес, они бы либо где-то работали, либо где-то за границей работали, то как их контролировать? Это сложно. Да, это верно, но есть одно но. Теоретически он мог бы просто закрыть убыточные предприятия и отправить этих самых людей на государственные предприятия, которые более доходные, ну, Всем просто вот мест не более... хватит. Сколько таких, Теоретически сколько тоже. прибыльных заводов, а сколько убыточных? Всех людей с убыточных заводов на прибыльные не устроишь, тем более у них нет квалификации, у многих такой. Что они там делать будут? Это понятно, что Ну. нету, но, опять же, поскольку у нас в Беларуси так низкая производительность труда, он мог бы, не знаю, в колхозы всех понаотправлять, чтобы люди собирали бессмысленно эти урожаи. То есть какая разница, чем люди бессмысленно занимаются? Этим бессмысленно занимаются или этим бессмысленно занимаются? У вас везде убыток по деньгам. Он мог всем просто вот этому миллиону белорусов, я не знаю, раздать тяпки, Да, заставить безусловный их базовый полоть доход раздавать, минимальный какой-то. не раздавать, надо, чтобы зарабатывали. Вот тяпками пусть, например, траву у дороги полят, чтобы было красиво. Ведь у нас же иностранцы любят говорить, что как у нас все чисто в Беларуси. Действительно, у нас много расходов на благоустройство территорий, на ручную очистку улиц и так далее, не спрашивая налогоплательщиков о том, а готовы ли вы столько денег выкладывать за это. Это сугубо директивное решение сверху. Вот, например, в Северной Корее решен вопрос по поводу занятости прекрасно. Для царя регулярно устраиваются большие праздники, и на гигантских стадионах люди флажками рисуют ему картинки. Это же полноценная работа. То есть они тренируются месяцами, годами, машут флажками, репетируют, ходят там в актовый зал и так далее. А потом вот шоу. Это полноценная работа. Она такая же бредовая. Не нужно думать, что вот это глупая работа, а тракторный завод в Минске это что-то умное. Нет, это такой же бред, просто потому, что и там у нас абсолютный убыток. Это более солидно выглядит. Вот Лукашенко в Советском Союзе вырос, для него заводы, фабрики, экономическая формация, пролетариат, вот эта вот чушь в голове. И, естественно, отсюда и фетиш на заводы. Вот у него просто фетиш на завод. У разных социалистов разный был фетиш. Вот Пол Пот, например, не любил городских. Да, У он него много чего не был... любил. Образование не любил, все. Всех Вот, загонял в вот. деревни. Совершенно верно. То есть у Патроны каждого любил из... экономить. То есть у Мотыгами каждого просто забивали, да, свой путь. тракторами давили всех. А экономического, рационального в этом ничего нет вообще. Поэтому, когда ты говоришь, что перейдут в частный бизнес, это ты очень далеко заглядываешь. Это какие-то нереалистичные дали для Нет, это я современной... просто говорю, почему это невозможно, что если бы они вот перешли, то тогда вот так и так, а там бы их нельзя было контролировать, ресурс упущен, и уже бы давно режим рухнул. Поэтому они сделали все, чтобы такого не было. И не будет. Можно сказать, что в целях пропаганды заводы могут существовать, Да, потому да. что когда с телевизора говорят про заводы, что все люди начинают думать, что это что-то серьезное и современное. Не то, что какая-то глупость флажками махать, правильно? А это что-то такое ого-го. Мы-то не знаем, что это полный бред, но, скорее всего, это что-то серьезное и солидное. Они же смотри, как делают. Я и имел отношение, видел это изнутри тоже, например, когда на льнокомбинате еще работал. Как? Они берут и снимают
пропагандистский сюжет, когда вкладывают деньги, то есть там получают какую-то, не знаю, помощь от России, где-то что-то еще нашли, они берут там миллионы долларов, вкладывают в модернизацию типа чего-то, закупают кучу оборудования и трубят везде, что мы купили новое оборудование, значит автоматически качество продукции там вырастет, количество вырастет, а значит автоматически будут доходы расти. То есть мы это все продадим, непонятно кому и как. То есть если мы купили новое оборудование, это равно тому, что мы будем больше продавать. Все будет лучше, качественнее, и, соответственно... То есть они не прорабатывают там маркетинговую стратегию, у них нет такого в голове, что надо какие-то клиентские там связи строить, надо с кем-то что-то договариваться. Если ты купил новое оборудование, это уже автоматически они считают прибыль, вот столько-то должно быть. Естественно, это так не работает, это всегда проваливается, и потом просто об этом молчат. То есть все показывают, модернизирован такой-то завод, показывают станки новые, стоят там немецкие, австрийские, китайские, неважно какие, новые цеха, все покрашено, все красиво, ну все аж классно, и все, и потом тишина. А через 5 лет опять показывают, опять был модернизирован цех. Ну вот теперь все точно пойдет. Ну да, то есть используется пропаганда, а само расходование, оно абсолютно бездарное. Я помню прекрасное время, еще нулевые годы, когда Лукашенко любил говорить с экранов, как он помогает айтишникам. Да. Льготные какие-то кредиты, строительство городков, в Уручье в Минске там что-то строил и так далее, парк высоких технологий. Но айтишники — это были последние люди в стране, кому нужно было помогать. Вся страна живет в нищете, ничего у людей нет вообще, и именно айтишники могли позволить себе за зарплату снимать спокойно квартиру в Минске, купить машину, еще и оставалось по ресторанам отдыхать. Но вот как раз именно им он решил и помогать. Это опять же было просто попытка создать больше каких-то государственных социальных связей, но на этот раз с айтишниками, чтобы их якобы контролировать. Но поскольку это не сработало, айтишники вольные люди достаточно самодостаточные, то, в общем-то, вся эта IT-область в Беларуси очень сильно ограничилась, скажем так, особенно в последние годы. Да, много выехало. Ну, айтишникам на самом деле реально нужно было помогать в плане законодательства. То есть там введение английского права, да, чтобы возможность получения платежей всяких безналичных там через PayPal и там через всякие службы там. То есть ты не веришь в белорусское государство. Ну, то есть мой тезис был в том, что все вот эти вот государственные экономические декреты, законы, предприятия и так далее, это все фетиш для царя. Никакого прикладного значения, которое принесет именно пользу, все эти вещи не имеют. И когда мы говорим, что Беларусь там что-то экономически где-то развилось за 20 лет, это произошло вопреки вот этому всему бреду, а не благодаря ему. Ну, не знаю, мне кажется, скорее всего, вот это за 20 лет все это больше выживание какое-то, чем развитие. Ну, если мы говорим про с 2014 года, то фактически в Беларуси стагнации. То есть 12 лет просто все стоит на нуле. Никакого экономического роста реального нет практически. Он стагнирующий, это меньше, чем среднемировой. То есть мы становимся, Беларусь, беднее, чем все окружающие. А с нулевого по 14 рост, ну, можно обусловить, наверное, ростом рынка энергоносителей, на котором Беларусь довольно долго кормилась и какие-то там обновления производила. А сейчас просто ничего этого нет. Даже вот обрати внимание, Россия попала под санкции, для нее закрылось огромное количество рынков, и, казалось бы, Беларусь могла бы этим воспользоваться и занять в России много рынков. Но даже этого не произошло. По понятной причине, потому что абсолютно бездарный менеджмент, и, кроме того, российский рынок, он сейчас кругом представляет из себя олигопольные структуры, тесно связанные с ФСБ. У белорусских, естественно, производителей таких связей нету, они не могут просто так прийти и занять какие-то ниши. В России сейчас все держится под колпаком силовиков, и это уже устоявшаяся система. Это не какой-то там рост, как в нулевые, это уже стабильный рынок, где как только какой-то лишний человек поднимает голову, ему ее тут же снимают. Вот буквально недавно кого там, Магнитский, Тиньков, Дуров, да всех поджимали бизнесы, кто кое-как независимо шел. Вот недавно забрали долю у Яндекса. Да. Яндекс одна из самых перспективных компаний была. Ты говоришь, что там оно под Кремлем. У нас проблема такая, что лукашизм сейчас, он не растет. И вот этот отток, который после 2020 года произошел, и то, что нефтяные доходы уже как таковых нет. Ну вот как ты оцениваешь сейчас положение вообще? Вот мы полгода с тобой назад разговаривали, в том числе и про белорусскую экономику был вопрос. Вот что изменилось с этого времени? Ну, Что я ты тогда как-то говорил, заметил? что все идет к такой стагнации и относительному обеднению населения. Это долгий процесс, он может идти очень долго, и вот кто живет в Беларуси, это ощущает. Да даже в России, да даже в Москве у меня знакомые говорят о том, что их, ну, рост цен непропорционален росту их доходов, и, соответственно, у них относительная покупательная способность либо не растет, либо уменьшается. Такое депрессивное состояние
состояние, но, тем не менее, оно может длиться бесконечно долго. Это же не какой-то Советский Союз с плановой экономикой. Это экономики фашистского типа, и они могут быть устойчивы много-много-много лет. Ну, по крайней мере, до смерти царей этого точно хватит. Да, вот про рынки ты говорил, тоже что хотел заметить. Раньше принято было говорить, что, мол, вот, Беларусь, житница там чуть ли не кормит Россию, кормит все страны вокруг, мы тут продуктов производим прям огромное количество. А сейчас получается какая ситуация, ну, давно уже на самом деле, что Беларусь сама покупает очень много пищевой продукции, и у России в том числе майонеза, по-моему, на 50 миллионов долларов купили. Последняя какая-то статистика была. Потом свинины очень много, оказывается, покупают. Видишь, Беларусь сало покупает у России уже. Что дальше? Уже просто молочку скоро будем у России покупать. Вот это то, чем раньше хвалились. Теперь, ну, я помню даже по себе. Вот в тюрьме, допустим, в товарке конфеты самые дешевые российские. Яшкино разные. Поэтому выгоднее, естественно, покупать. Продается 200 грамм какой-нибудь коммунарки за 6,5 рублей. А рядом есть за 5,97 полкилограмма. Или вообще какой-нибудь Невский кондитер стоит буквально там килограмм конфет там 10 рублей. Майонез то же самое, кетчуп. Все это российское. А наши лежат там рядом какой-нибудь Камака, убогая упаковка, дешевые ароматизаторы, невкусные. Просто люди сами не покупают. Это большая тема, она связана с бедностью. Дело в том, что когда люди беднее, у них относительно увеличивается спрос на более плохие товары, более дешевые. То есть меньше денег, еще дешевле конфеты стали покупать. Да, они не такие вкусные, они хуже качеством, но все равно их покупают просто потому, что стало меньше денег у населения. В то же самое время в богатых странах ты никогда в жизни не заставишь людей покупать эти дешевые конфеты. Для них это просто полное дерьмо. Они будут покупать гораздо более дорогие конфеты, и поэтому объем спроса на дешевые конфеты в богатой стране будет очень низкий. Вам просто некому будет их продавать там. Там более требовательные потребители. Когда страна беднеет, происходит все ровно наоборот. Спрос сдвигается в более дешевые вещи, дешевые аналоги, и люди начинают потреблять вот эти вот плохие продукты. Это касается не только конфет. Самый распространенный пример — это всякие колбасы, сосиски первого сорта, так называемого. На них довольно высокий спрос в бедных странах. Это не значит, что нельзя производить хорошую колбасу. Просто ее никто не покупает. Люди бедные. Вот в чем дело. Ну, я имел в виду в первую очередь ситуацию в тюрьме, потому что там у тебя ограничено все. Когда у тебя две базовых только, да, там 80 рублей, ты понятно, что дорогое не купишь, потому что тебе надо еще чая купить, там сигарет, там еще чего-то. То есть ты строго ограничиваешь свой бюджет. Тебе в принципе не хватает, сколько бы ты ни старался. Но чем больше ты сэкономишь, буквально каждую копейку, тем больше ты чего-то купишь. На воле, я думаю, что примерно плюс-минус тоже что-то в таком ключе происходило. Человек получает низкую зарплату, ему приходится экономить. Совершенно верно, совершенно верно. То есть проблема именно в этом. Страна И в превращается в России, тюрьму. и в России довольно много такой продукции, которая именно вот для совсем нищих людей делается, и она успешно экспортируется в Беларусь в том числе. И интересная получается тенденция. У нас же много все-таки качественного чего делают. У нас и сало все есть, и мясо, и молочка. Но наше качественное экспортное, оно идет в Россию в том числе и в другие страны за хорошие деньги. А нам продают всякое говно, и из России везут всякое говно. И там Да, то же вот я самое. прекрасно помню, как в минских магазинах в Европте была самая дешевая смоленская тушенка. О, я один раз ее купил, абсолютно безвкусная, я просто не смог ее съесть. Ну, ее просто невозможно есть. А там нет вкуса никакого. Это непонятно, что это вообще. Да, но тем не менее, поскольку она была в продаже, и по-прежнему вот эти дешевые тушенки продолжают привозить, люди ее, значит, покупают. То есть кому-то даже вот это является способом сэкономить деньги. Пищевые извращенцы. Скажем так, есть такие люди, которые не предвзяты к еде, в том числе всякие алкоголики, которым закуска нужна хоть какая там, и все. У них Алкоголиков уже надо, рукав, понюхал рукав и все. они уже просто вкусовые рецепторы разрушили свои и могут всякую шляпу есть. Ну, то есть экономика обретает форму экономики для бедных. Вот так это происходит. Африканизация Беларуси происходит. Это уже слово скоро перестанет работать, Дима, потому что в Почему? Африке множество стран имеет более высокие подушевые доходы, чем Беларусь. Те страны, с которыми мы сотрудничаем, это Гвинеи всевозможные. Как сказал один человек, страны большой дуги. Союз Гвиней можно создать. Мы, наверное, с какими только Гвинеями не сотрудничаем. И с Западной Гвинеей, и с Экваториальной, и с Папуа, наверное, Новой Гвинеей. Вот Беларусь может возглавить Союз Гвиней, и это будет неплохо. Я считаю, в честь тех лидеров уже давно пора в проспекты в Минске называть. Обновлять, скажем так, вот этот вот номенклатуру названий. Там даже если бы получилось, я просто еще раз говорю, что это просто все фетишизм. Это к настоящей экономике, решению экономических проблем, задач
вещь не имеет никакого отношения. Это реально фетишизм. Ну, то есть человеку эмоционально хочется, будучи руководителем страны, решить какую-то самому экономическую задачу. И поэтому он запрещает всем ее решать законодательно, едет решать сам, хотя этим должен заниматься предприниматель вообще-то. Якобы он ее решает, потом проходит какое-то время, и все забывают, в том числе и он, к чему это все привело. Да, смотри, на днях, не так давно, ну это конец мая, наверное, получается, первые числа июня, вышла статистика Белстата по зарплатам в последнее время. Подняли зарплату госуправленцам, по-моему, на 11%. Всякой статистики вышло. Я сделал ролик на эту тему, такой достаточно провокационный, который называется «Кому в Беларуси жить хорошо?». И там основная тема разгоняется вот как раз этих госуправленцев, их зарплат, что средняя зарплата, допустим, по Минску 3 800 с копейками. Ну, официальная я не беру на самом деле. На самом деле, я думаю, ниже гораздо. Средняя зарплата госуправленцев по Минску 4,5. Выше средней в целом. Но при этом там есть должности за 9300 там с чем-то, то есть почти 9,5 тысяч рублей в Минске. Это там какой-то управляющий в банке. То есть это не министр даже, то есть это не человек там первого эшелона. И если взять по регионам везде, то такая корреляция, что зарплата госуправленцев везде в 1,5 раза больше средней зарплаты по стране. А если брать реальные цифры, то есть я зашел вот в те же порталы поиска работы и вбил работу на полный рабочий день с зарплатами до 800 рублей. У них стоит минимальная там зарплата, какой-то прожиточный уровень, там сколько-то там 400 или 500 чем-то. Так вот, оказалось, что есть полноценная работа на полный рабочий день с зарплатами до 400 рублей и долларов. Вот сейчас до сих пор. Я хочу сказать по поводу статистики. Есть одна особенность стран с высокой долей государственной занятости. Это такая фишечка, про нее многие забывают. Если в стране очень много государственных специальностей, то хлебные места, назовем их так, никогда не попадают в бюро занятости и в объявления по работам. Никогда. У нас получается такой естественный отбор. У нас все плохие места попадают в объявления, и когда мы смотрим на плохие объявления, то есть на все объявления, нам кажется, что существует ситуация гораздо хуже, чем она есть. Но на самом деле можно говорить о том, что у нас существует кастовая система, где у нас высшая вот эта каста получает работы по рекомендациям, там родственники и так далее, а вот это для нижней касты существует рыночная зарплата, которая вот в объявлениях происходит. Но поскольку у нас рынок не развит, то у нас действительно доходы будут там ниже находиться по средним значениям, чем доходы на госслужбах. Это правда. Если бы у нас рынок был достаточно большой и могущественный, соответственно, он бы демпинговал уже государственных служащих по доходам. Это было бы однозначно. Перетягивал бы специалистов в свои сферы. Но, как говорится, вот эта вот штука не работает на том рынке, что есть сейчас в Беларуси. Ну и кроме того, я как-то приводил тебе пример с производством ламината, когда там Да, в я маленьком помню, городке... государственное регулирование, когда они запрещают делать зарплаты выше, чем такие, как хочется вообще бизнесмену. Он вправе любые зарплаты устанавливать, какие он хочет, это его дело, даже если в убыток будет. А они говорят, не, дружище, нет. Тогда к тебе все работники перейдут. Да, то есть запрет перетягивать работников из госпредприятий, потому что управленцам им нужны подчиненные. Если не будет подчиненных, то управленцу придется саму работать, засучив рукава. Поэтому, конечно, вот такая вот штука происходит. Но в целом я хочу просто сказать, что все зарплатные объявления, да, они касаются обычных людей. А вот эта верхняя каста забирает на себя бенефициаров системы, что влияет, конечно, на статистику. То есть, если у нас общая статистика сравнивается с хлебными местами, у нас действительно зарплата поднимается на высокие значения, вот эти 3800. Но если хлебные места убрать из этой статистики, то все очень печально. А самое интересное там то, что подключилась ботаферма. Просто начали массово приходить, там где-то 300 комментариев, начали массово приходить боты, и они пишут, у нас в Беларуси все хорошо, улицы чистые, зарплаты высокие, все платят вовремя, нет войны, вообще мирно, все хорошо, слава там вождю великому, и все. Вы все врете, вам там заплатили, что вы такое говорите. Не надо критиковать, это ты зря. Я говорю, вам нравится на бутылке сидеть, ну пожалуйста. Ну, они обычно любят говорить, что а раз ты уехал, значит, ты уже не имеешь права Так критиковать. они говорят еще беглый, ты сбежал, а я им на это отвечаю, понимаешь, тут разрыв шаблона. А я вообще-то ни от кого не бежал. Это они от меня бежали. Они меня насильно под конвоем туда выслали, и все, и запретили мне возвращаться. Ты был объектом работорговли. Вот что Да, ты был. сначала они от меня отгородились в Беларуси, посадили меня в тюрьму, то есть я никуда не бежал. Они меня изолировали, чтобы я не контактировал там ни с кем и не распространял свои идеи. А потом под конвоем вывезли сюда и аннулировали мне паспорт, чтобы я не вернулся. Теперь я туда не могу вернуться, они меня просто не пропустят через границу. Они скажут, кто вы такой? Мы вас не знаем. Если я покажу паспорт, они скажут, у нас такое не числится, у нас написано, что он утерян. У нас нет такого гражданина. Кто вы
такой? Мы вас не знаем, и мы вас пускать не будем. Вы нелегальный иммигрант. В любом случае хочу отметить, что люди, вот эволюция так заложена, видимо, сложно придумать ботов против людей, потому что люди очень быстро вычисляют ботов. И вот они пытаются там что-то придумывать, но каждый раз, когда они это делают, ты понимаешь, что это бот. Не происходит размытие нормальных людей с ботами, ну, они не смешиваются. У нас постоянно четкое отделение, где боты, а где нормальные люди. Им не удается создать вот это замыленное пространство, Нет, ну как бы они ни бывает тролли какие-то более высокого уровня, бывает, значит, хотели. творческие, да, тролли. Ботаферма, там, где сидят тролли, типа как Вольгина, которые работают под несколькими сотнями аккаунтов, они там что-то набирают, комментарии, и то есть там уже более осознанно пишут. Там, возможно, для них там искусственный интеллект или там какие-то сотрудники КГБ специально готовят программы какие-то, темники, что отвечать, как, но все равно они работают по шаблонам, так или иначе. Ну вот шаблонность как раз выявляется. Гораздо сложнее с теми людьми, кто троллит намеренно, то есть творчески. По Вот идеологическим мотивам. да, вот это уже профессионально. Профессионалы в том плане, что действительно не боты. А вот эти, которые на зарплатах, они все очень легко выявляются подсознательно даже. Ты понимаешь просто, что ценность этого комментария около нулевая. Даже если ты сторонник вот этого и вот всей шляпы. Ну, обычно людей, которых убеждает логика и факты, они уже давно определились со своей позицией, либо им еще не исполнилось 15 лет. Тут, понимаешь, тут вопрос не только ценностей, то есть человек там может быть коммунистом и так далее. Тут вопрос именно работы с логикой и фактами. Почему человек отрицает логику и факты? И мы тут же приходим к тому, что существуют какие-то психологические барьеры, которые не позволяют проводить взвешенные какие-то решения. И опять начинает вот, когда разбираемся, там это все связано с каким-то детством, с какими-то воспитательными процессами в детстве, или не в детстве, может, в армии. То есть это все очень сложная штука. Нельзя так просто человека просто обозвать идиотом Так без мозга. нет, не идиотом, это же долгая работа идеологическая, которая велась вот годами, в том числе с этими людьми, отбор долгий и все остальное. Но это вообще из области, я думаю, психологии тоталитарных сект. То есть это вот они занимаются таким воспитанием и прочего, зомбируют людей, и поэтому, когда человеку потом начинаешь объяснять, вот смотри, ну ты там в каком-нибудь Аум Синрикё, например, состоишь, посмотри, что это такое, чем эта организация занимается. Она тебя изолирует общество от своих родственников, она тебя грабит, она тобой помыкает, использует тебя как ресурс и все такое. Да и вообще они врут, посмотри на их идеологию. Ну это ж чушь собачья, как можно в это говно верить? И человек начинает, да нет, да вы что, да это же бог, это вождь, защищать начинает. Режиму нужны такие вот травмированные люди, потому что они слабые, и их легко действительно завербовать в свою секту. Когда условное КГБ ищет каких-то там своих людей в каком-то сообществе, оно ищет именно слабых людей. Почему человек слабый, опять же, из-за каких-то психологических вещей. То есть все закономерно. Это, ну, КГБ осознанно выбирает вот таких. Это как бы нормальная ситуация. Я имею в виду того, что не просто идиоты выбирают КГБ, а КГБ выбирает идиот. Вот это так работает. Ну, они ищут людей, ты знаешь, там играют на слабостях, там алчность, месть, что-то там еще, какие-то честолюбие, Патриотизм, конечно. патриотизм, да. Я имею в виду больше про ситуацию, как вот КГБ работает здесь в эмиграции. То есть некоторые люди периодически пишут, что им там в Фейсбуке, в Телеграме приходит сообщение, там, здравствуйте, мы там с такой-то вот организацией, не назовем какой, но вы знаете, какой, догадываетесь, вот. И мы ищем взаимовыгодного сотрудничества, мы там хотим знать то-то и то-то. То есть, ну вот я скрины видел, не раз об этом писали уже многим. Мне вот почему-то никто никогда не пишет. И Такое. по тебе уже просто вердикт давно в папочке. Не пытались вербовать в тюрьме, когда я находился там. А тут просто даже обидно, понимаешь? Вот никто, вот не было такой классики, как, знаешь, пришли там, завели в кабинет, посадили и сказали, короче говоря, мы тебе там ставим ультиматум. Или ты будешь работать с нами, или тебе конец. Мы тебя там сгноим вечно в тюрьме. Или там наоборот. Если ты будешь работать с нами, мы тебе дадим там хорошие условия, мы тебе там дадим деньги, там карьерное продвижение, должности, все остальное. Ни хрена, не пугали и не предлагали золотые горы. Вообще ничего. Просто не интересен. И не знаю почему. Опять же, я хочу еще раз отметить тот факт, что все эти органы — это не какие-то супер организации с Джеймсами Бондами. У них есть обычный план, у них есть сотрудники. Они по этому плану будут выполнять самые простые вещи. То есть, грубо говоря, если им нужно завербовать 100 человек, они будут искать самых слабых и легко вербуемых, и они не будут себе сложности какие-то устраивать. В этом плане они идут по пути наименьшего сопротивления. Зачем им подходить, тратить время на Дмитрия Козлова? Ну, видишь, вот это меня больше всего удивило. Когда я туда ехал, я думал, что это будет, знаешь, жесткое НКВД или даже вот что-то такое из области Орвела. Когда у них стоит вопрос сломать любого человека
человека подобрать ключ, именно вот сама цель у них подобрать ключ к каждому, чтобы просто вот, да, чем сложнее, как говорится, противник их, тем, значит, больше их интерес. То есть найти самого сильного и сломать его для того, чтобы максимально ослабить другую сторону. То есть вот кого считают там моральным авторитетом, там сильным, там идеалом, там Статкевич какой-нибудь, там, не знаю, Тихановский, там Бабарика, еще там кто-нибудь. Найти вот и обязательно его задавить, чтобы потом показать всем, смотрите, вот это был ваш идеал, а вот он. То есть вот этого абсолютно не было. Вот все действительно, как ты говоришь. Они находили каких-то слабых, причем в большинстве случаев они даже сами не давили, то есть не было такого в основном, что они там жестко человека вынуждали, они просто больше ждали, чтобы человек сам к ним пришел. То есть они создавали такие условия, тебя там, допустим, в ШИЗО будут сажать, там тебе ограничат товарку, еще что-то, у тебя срок в перспективе бесконечный, и все. Но они не приходят и не говорят, что давай вот сделай там то-то и то-то. Они ждут, и слабые люди находились сами. То есть кто-то помилование писал, кто-то там... Вот я знаю одного человека, единственный, кстати, экстремист на моей памяти, я не буду фамилию называть, Бобруйский сидел, который был ставший на путь исправления. То есть у нас какая ситуация? Ты получаешь профучет, когда садишься, ты обязательно не ставший на путь исправления, а чаще всего злостный нарушитель режима. А там человек после вот этого всего, после злостного нарушителя, он стал внезапно ставшим на путь исправления. В итоге раньше его не выпустили, то есть у него 364 статья, это насилие в отношении сотрудников. В 2020 году он там какую-то девушку защитил, там дал какому-то менту. Вот, его посадили, дали там или 3,5, или 4 года по 364 статье. Вот. И в итоге что он сделал? Он согласился дать интервью муковозчику. В 23 году, в январе вышла эта статья в Советской Беларуси. Вот, он, в общем, сказал, то есть цель такая, что очень хорошо, что нас в 2020 году остановили, говорит. Теперь я осознал все, что мы шли к саморазрушению. Если бы нас не остановила родная милиция и не спасла, то мы бы, ох, каких делов наделали. Все вот это зло, это все западные спецслужбы, а вот силовые структуры, они молодцы, они нам помогли, и я теперь осознал, раскаялся и все понял, и больше как бы такими вещами заниматься не буду. То есть он обосрал себя, обосрал всех, а вот такое. И в итоге что потом сделали? Через какое-то время его просто вызывают в ленкомнату, все собраны весь отряд, и начальник отряда ему там сказал, типа, предварительно перед этим подготовить доклад о каком-то там партизане, разведчике или что-то такое. Он выходит чисто формально, зачитывает пару страниц, что там какой-нибудь там Иван Корж там во время войны там с немцами боролся, там что-нибудь такое, и ни на что не напоролся. Вот. И ему потом объявляют благодарность, а это невозможно как бы. То есть, ну вот, экстремисты благодарность не получали. То есть ты можешь получать нарушения постоянно, тебе планово вешают, но благодарности нет. А ему вот выписали благодарность, и его поставили на, как ставшего на путь исправления, аттестовали. И вот он так ходил. То есть он мог отовариваться, у него была повышенная товарка, но ни УДО, ни замены никакой не было. Он вышел по звонку, то есть никаких привилегий особо у него не было. В реальности была еще более жуткая история. Если бы ее сделали в кино, никто бы просто не поверил. Какая? Если ты помнишь, был в России пожар в Зимней Вишне, торговом центре, Да, конечно. и там у какого-то мужика в огне сгорела жена и дети, маленькие Мгм. дочки. И он после этого взял деньги от администрации и начал говорить совсем другие вещи, то есть публично. И это гораздо более жуткая история, чем Что он вот... стал хвалить администрацию? Ну, он там за Путина, за Россию и так А, далее. ну сейчас на фоне войны это вообще не какие-то удивительные вещи. Там многие люди не то что за деньги, там за пачку пельменей. То есть вот наш там муж, отец семейства, он пошел в СВО воевать, повоевал, естественно, там гордость за Путина, за страну, за империю воюет. Потом он погиб, казалось бы, ну вот, все, потеряли кормильца. Вот, Нет, вот это как раз я больше понимаю, я тебе объясню почему. почему? Потому что многие в России семьи, люди несчастливы в браке, и, в общем-то, жены специально отправляют своих мужей на СВО, чтобы от них избавиться и Но получить все деньги. равно, согласись, это жутко, это гнилое общество, в котором вот такое происходит, когда семья сидит и держит кулаки, когда он уже сдохнет, когда уже папа наш сдохнет, нам пельменей бесплатных дадут, нам компенсацию выплатят. Но это нездоровое общество, так не должно быть вообще. Конечно, это жуткая вещь, но я еще раз настаиваю, что гораздо более жутко, когда детей вот этот режим убивает, твоих родных детей, и ты как бы покупаешься на это дерьмо. Вот это гораздо более жутко, чем там супруг. Ну, я такое припомню только в каких-нибудь очень религиозных обществах. Ты говоришь, экстремист переобулся. Да, на самом деле проблема безопасности
в оппозиции. То есть сейчас очень серьезно, ну не только сейчас, она всегда серьезно вставала, понимаешь? Главная проблема в оппозиции — нет службы безопасности серьезной, то есть нет возможности реально проверять серьезно людей. И все попытки вот превентивные какие-то действовать, например, ввести там полиграф для тех, кто идет в КС, там, кто какие-то официальные должности, официальные хотя бы занимает, они натолкнулись на резкое сопротивление. Я даже вот последний раз этот вопрос Бабарике задал просто, когда у него была встреча в замке, он приезжал сюда, в Вильнюс, в начале мая. Я ему задал вопрос про полиграф, считает ли он нужным прохождение общественным деятелем, там, политикам и всем остальным, особенно после случая с Мельниковой, на что он сказал: а я вообще не политик и не общественный деятель, и партию я не создавал, это мои сторонники создали, пока я сидел. И вообще не вижу в этом смысла, это вот когда ты идешь куда-то на работу, где там это положено, то есть ты там с какими-то данными работаешь, вот тогда может быть, но это частный вопрос, связанный вот с этим, короче, туда-сюда, такое вот начал Лысого зачесывать просто. Ну да, это, конечно, вот Бабарика и Колесникова, они тут дали маху. Лучше бы они, когда вышли, ничего не говорили хотя бы какое-то время, потому что здесь они опростоволосились. Так и те, кто тут был, понимаешь, Координационный совет после Мельниковой выносили на голосование вот этот вопрос о том, что необходимо проходить полиграф, так они уперлись рогом, не захотели как бы эту тему принимать. Это при том, что полиграф это в принципе не является стопроцентным доказательством, могут быть погрешности всякие, и не везде его принимают, но они как черти от ладана от него бегут. Ну, к счастью, это можно делать по собственной инициативе. То есть ничего тебе не мешает проводить такие вещи, например, самостоятельно, да. А потом составить сертификат качества. То Дмитрий Серый Кот проверил этого человека, и Ну, можно с уверенностью сказать, вот что он так думает. Это нужно. будет знак. Так в том-то дело, что эти ж люди отказываются. Они ни в каком порядке не хотят проходить, вот что. Я понимаю, поэтому нужно сначала это делать с теми людьми, кто не отказывается. И Так таким образом кто? Те, кто не отказывается, они не занимают никаких должностей, в том-то дело. Вот как я, например. Я готов в любое время пройти любой независимый полиграф. Но это, во-первых, денег стоит. Кто мне это оплатит? А во-вторых, я ж не занимаю никакой должности. Я ни в КС не иду. Я партию не создаю. С меня взятки гладкие. Что, если... Нет, пока вопрос не должностей. Просто, в принципе, хоть какая-то, если у людей есть медийность, просто, в принципе, с ними заниматься, набирать пул, и потом, через какое-то время, мы просто будем видеть, что вот есть пул людей медийных, которые на полиграфе все честно ответили, а вот Относительно есть так честно. называемый какой-то Доверенно. совет официальных представителей, который никто из них вообще не прошел полиграф. И понимаешь, что это будет смешно даже Так сравнивать. оно уже сейчас смешно, при том, что вот они эти там Тихановская, там, да, Вечерка, то есть про Тихановскую известно, она с КГБ конкретно взяла от них деньги, то есть она там с ними взаимодействовала. То же самое там остальные. Лебедька вызывали несколько раз публично там в Фейсбуке, в Телеграме, бывшая политзаключенная, 2 раза точно как минимум вызывали на полиграф. Такая дуэль. Вместе идем на полиграф и отвечаем на одни и те же вопросы. Взаимодействие с КГБ, с Кремлем там и так далее. Никакой реакции. Как ты вообще относишься к процедуре необходимости прохождения полиграфа такими вот общественными деятелями, которые там на должностях официальных, в Координационном совете? Это нужно вообще или нет? Я скажу тебе так, большинство людей, кто занимается вот такими вот делами политическими, активными, по понятным причинам будут бояться этого, потому что они там непредсказуемость и так далее. Но не в этом дело. Дело в том, что этот страх этих людей можно использовать в своих целях. Потому что, например, если какой-то человек занимается политическим активизмом, он может, как ты говоришь, вот вызывать на всякие дуэли и так далее, и таким образом выигрывать политические очки, потому что это буквально разоблачает твоего оппонента. То есть это инструмент. Но в чем я точно убежден, то, что большинство не будут проходить полиграф, они не будут этого хотеть, это 100%. А почему они не будут этого хотеть? Потому что они боятся. Не то, что ты узнаешь про них правду, а то, что ты задашь какой-то такой вопрос. Нет, так вопросы определены вполне, там, про взаимодействие с КГБ, с ФСБ и прочее. Есть ли у тебя там контакты, подписывал ли ты договоренности? То есть, ну, вот уже круг вопросов определен заранее. И если ты Ну знаешь, да. что ты, ну, к этому не имеешь отношения, то чего бояться? Но они могут бояться, что это будет представлено в негативном ключе. Я объясню. Это когда вот есть круг вопросов, но человек не имеет возможности, например, объясниться, изложить свою позицию полно, и он подумает, что вот на монтаже это будет выглядеть так, как будто я прям стукач какой-то и так далее. Ну, в общем, они будут вот это вот всего бояться. Более того, это же будут использовать эти кадры потом, ну, грубо говоря, в Беларуси, да, Нет, транслировать. так не кадры, это ж, ну, просто пришли, подключили там полиграф, прошли все это, и официальные решения компании, которая занимается, доверенной, которые доверяют участники, которая занимается тестированием, официальные тесты, представленный список вопросов и ответы, где соответствует, а где нет. Где человек соврал, а где сказал правду. Вообще, я бы это даже переиграл. Если Как? бы, например, так было, что вот есть какие-то люди, которые сотрудничали, ну, лидеры протеста, да,
предположим, если они сотрудничали, и если в этом открыто признаться на полиграфе, то это буквально мощнейший удар непосредственно по КГБ. Потому что Почему? как это так? У вас люди сотрудничали с вами, и вы проглядели все это. Получается, это вы виноват. Если бы это были не подконтрольные люди, там, знаешь, под ЦРУ каким-нибудь. В полиграфе можно про ЦРУ, кстати, вопрос тоже задать. Это будет круто. Тогда получится, что само КГБ устроило протесты в Беларуси, понимаешь? Потому что на полиграфе ЦРУ вам не платило? Нет. КГБ платило? Да. То что, получается, вы организовали протесты в 2020 году? Так они скажут это потом, то есть они завербовали их, например, потом. Или они На скажут, что полиграфе это можно спросить. или они скажут, что КГБ как раз-таки контролировало протест, то есть они типа были завербованы КГБ, ну, к примеру, они скажут так, для того, чтобы слить протест, чтобы нейтрализовать, для защиты общества. Ну, и это значит, что все те обвинения, которые белорусский режим им вменял, были ложными. Это все можно использовать в Это, свою конечно, пользу. получается такая ситуация, что те люди, которые считаются там именно главными организаторами, они сидят, либо вышли уже, а те, которые официальными демсилами считаются, они же за протесты не сидели. Хорошо, так почему тогда им не дают звание Героя Беларуси? То есть тут все, понимаешь, повязано. Тут нельзя просто так прокрутить все. Тут во всем виноват, тут как ни крути, виновата КГБ. У них непоследовательная будет ситуация. Они этого еще не понимают, потому что, честно говоря, там много идиотов и идиотских решений. В том плане, что они, будучи пропагандистами, не используют многие вещи, используют бездарно, и поэтому выглядят комично. Ну, Вот идиоты такие вот. идиотами, но однако ж, видишь, работает их система. Разобщить всех, разрушить, уничтожить солидарность, доверие. Смотри, представь, если бы не было никакого КГБ. Ты хочешь сказать, что не было бы разобщения среди вот этих Нет, оно людей? было всегда. Просто смотри, какая ситуация. Направлять всех друг против друга, именно целенаправленно стравливать. И эта система, она использовалась, вот правильно, как кто-то говорил, и против криминального мира. То есть таким же образом был взят под контроль, развален криминальный мир. То есть есть отдельные люди с амбициями определенными, да. То есть одних людей целенаправленно устраняют, кого-то убивают, кого-то садят в тюрьму и, например, там накрытую куда-нибудь, чтобы их максимально изолировать. А других людей, которые выгодны, наоборот, их наоборот продвигают куда-то, как каких-то лидеров. Ты правильно говоришь, но я просто тебе хочу сказать, что достаточно для того, чтобы у нас все время был вот этот хаос, достаточно просто ликвидировать самых опасных для режима людей и оставлять идиотов. Все. И у тебя будет все время автоматически, вот идиоты друг с другом будут постоянно там кусаться, неважно по каким причинам, не нужно режиссировать это, оно само все происходит. Они сами себе создают проблемы и так далее. Ну, Но они просто таки опасных людей могут понять что-то ликвидируешь, и договориться со временем, идиоты. они не договорятся никогда. Это же такие люди. А вот опасных людей нужно ликвидировать. Опасный человек — это тот человек, который мало того, что говорит правильные вещи, он еще набирает какую-то медийность, опасно большую, и так далее. То есть в этом отношении им нужно делать минимум действий. А для создания вот этого минимум действий там большого ума не нужно. Это не какая-то режиссура большого театра. Это очень примитивные вещи. Просто кикать самых опасных, а полезных дурачков там пруд-пруди еще в очереди будут стоять. А если есть какой-то совет, там, из которого деньги идут, потоки, то это вообще просто манна небесная. Можно туда, чтобы этот совет не рассыпался, можно в этот совет подкидывать небольшое количество денег, чтобы он продолжал будоражить, направлять в себя потоки и трафик желающих идиотов. Там много таких вещей, там нет больших каких-то хитрых схем, там все довольно-таки просто.